Глядя на эту картину, сложно поверить, что еще 20 лет назад здесь купались дети, ловили рыбу, набирали чистую родниковую воду, паслись животные. В какой-то момент некоторые жители начали заполнять русло реки Назранка строительным мусором и грунтом, вследствие чего родники иссушились, а от былого места отдыха ничего не осталось. Однако здесь есть жители, которые болеют душой за эти места. Их всех объединила одна цель – вернуть былую красоту реки Назранка. Строительная техника появляется здесь довольно часто. Очисткой русла реки занялись еще 3 месяца назад. За это время переполненные мусором грузовики выезжали отсюда более 70 раз. Инициаторами доброй акции стали представители Тайпа-Плиевых, которые родились здесь и выросли. С проблемой, поглотившей чистые родники, борются собственными усилиями. خبلان فير يحاست حمق بحقسك حوا أرغر ويرتر وملا سك أبشدي حمتيش تشاسنا هم يوخش إيه لبوا سك عخي شين صلع خيم ولي خير علاقة شلتي حبي خلاقة شيء إشين ماشين خير حبي موتك مقيو أخي جوش إيش بوه موتك جوش صبرت بيت حمدي ديزر بيدرك وجه. Прежде чем начать благоустройство русла реки, небезразличным к судьбе Назранки жителям пришлось уладить ряд спорных моментов с соседями, которые захватили земли на прибрежной зоне. Идею возродить родники они приняли далеко не с трепетом. Предъявили документы на право собственности, которые некогда им выдали представители администрации. Однако они не стали помехой для жителей в выполнении благородной миссии. Мы думали, за месяц справимся вообще, уже сколько мы здесь копаемся. Но потихоньку будем убирать, а дальше уже все больше и больше выявляется. Забитые родники тоже. Вот здесь 7 или 6 родников уже такие полноценные. Уже вылезли. И я думаю, дальше будем смотреть, чистить. Беды, постигшие Назранку, не ограничились незаконными самозахватами и пристройками. К ним еще присоединились трубы для слива канализации. Сточная труба новой 11-й школы сливает все нечистоты в русло реки. Изначально подрядчик зарекался, что сливаться будут только очищенные стоки. Однако сейчас видно невооруженным глазом, что эта вода химическому воздействию не подвергалась. А зловонный запах от нее распространяется на всю округу. Если же благоустроить реку могут собственными усилиями и денежными средствами, то в этом вопросе местные жители бьют тревогу по всем инстанциям. До определенного времени сточные воды действительно не представляли угрозу. Система очистных сооружений 11-й школы обеззараживала воду бактерицидной лампой. Но уже достаточное время она находится в неисправном состоянии. А чтобы ее отремонтировать, нужно приглашать специалистов из другого региона. Нужен человек специально обученный к этой системе. У нас этих людей нет. Мы сами обслуживаем как можем ее. Надо специалиста от Министерства образования, специалиста послать туда учиться на эту систему. Специалист должен его обслуживать. Этого нет. Там он в нерабочем состоянии. Там бактерицидная лампа стоит. Она уже сгорела давно. Местная администрация, в свою очередь, предлагает и другие пути решения возникшей проблемы. Подвести сточные трубы к новому канализационному коллектору села и построить насосную станцию. Были написаны письма Минстрою. Минстрой отвечает, там перепад, хотя можно принять другие условия. Есть специальные насосы, перекачиваются, КНС называется. Можно их установить, можно сделать, что сбрасывали. Проходит 300 метров от этой школы, проходит канализационный коллектор, новый построенный канализационный коллектор. Вот они не хотят заниматься этим вопросом, там дополнительно надо осмечивать, дополнительно надо затраты делать. Сейчас идут десятки судебных разбирательств по поводу незаконных захватов и пристроек. Тем не менее, череда проблем не расстраивает планы и позитивный настрой жителей Насыркорта. Сегодня они не только очищают русло реки, но и облагораживают прибрежную зону. За собственные средства приобрели деревья для посадки. Они надеются, что уже в следующее лето родники Назранки будут утолять жажду не только местных жителей, но и всех, кто здесь окажется по случаю жизни. Диана Дударова, Майрбек Межуев, Новости 24.